Последние минуты перед открытием долгожданной школы. Новый объект возводили 2 года, и сегодня эта школа – одна из самых современных и инновационных во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Объект оснащен техникой и оборудованием по передовым стандартам системы образования. Учреждение построено в рамках национального проекта «Образование» и рассчитано на 720 посадочных мест. Общеобразовательную школу строила подрядная фирма «Элит Спецстрой». Для всех жителей республики это огромный праздник для нас сегодня. Мы открыли данную школу в рамках национального проекта образования. Хотелось бы выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, главе нашей республики Калиматову Махмуду Али Макшариповичу, Министерству просвещения Российской Федерации в лице Кравцова Сергея Сергеевича, министра просвещения Российской Федерации. Данная школа, мы не нуждались в этой школе. Сегодня у нас есть двухсменный режим обучения, но благодаря строительству данной школы мы ликвидируем двухсменное обучение в 2 ближайших школ. Это школа номер 5 города Назрань и номер 4 города Назрань. Оснащена она новым оборудованием. Тут есть робототехника, интерактивные комплексы есть. Тут есть разные инженерные кабинеты, кабинеты физики, химии, лаборатории. Тут есть еще медицина, стоматологии. Лифты у нас иранские, безопасные, конечно. Конечно, мы всю душу вложили в эту школу. Виновники торжества уже в зале, нарядные и веселые. И хоть на календаре сегодня не 1 сентября, для каждого ребенка это праздник. На сцене звучит песня, которая стала уже народной для всей нашей страны. Исполняют ее сразу на 2 языках – русском и ингушском, как символ дружбы и взаимопонимания. На связи Министерство просвещения России. С добрыми пожеланиями к ребятам и всем, кто в зале, обращается Сергей Кравцов. Министр просвещения России отмечает, как много в сфере образования делается в Ингушетии. Благодарит главу региона Махмуда Али Калиматова за внимание к детям. Новая школа строилась при финансовой поддержке федерального центра в рамках национального проекта образования, при поддержке нашего президента Российской Федерации. В целом хочу сказать, что в Республике Ингушетия строится много хороших школ, детских садов. Отдельно хочу главу республики поблагодарить за такую слаженную работу. Напомню, что построено 38 школ, 7 из которых в Назране. Это свыше 5000 новых мест. Республика Ингушетия показывает положительный пример исполнения обязательств для других регионов. Глава республики Махмуд Али Калиматов отмечает, что благодаря национальным проектам и поддержке федерального центра личному вниманию президента сотни ингушских детей получают возможность учиться и расти в по-настоящему инновационных общеобразовательных учреждениях. Новая школа в Назране – это еще один старт в мир знаний. У нас куда мы их строим, но президент Российской Федерации, он, когда встречался, он говорит, у вас еще, он владеет цифрами, он говорит, 24% еще двухсменки. 3 смены мы уже ликвидировали с этих цифр. А сейчас мы двухсменки уже спустились меньше 10%. Я хочу вам еще раз сказать спасибо. А ребятам хочу сказать, дерзайте, учитесь. Махмуд Али Калиматов отметил, что за последние 5 лет в городе Назрань построено и открыто 7 школ и 8 детских садов. Для города с населением более 120 тысяч – это огромный подарок, отметил глава республики. Сразу после торжественной части Махмуд Али Калиматов лично ознакомился с созданными для детей условиями. Холодильные камеры, все здесь. Рыбный цех, этот. Отдельно рыбный цех, отдельно холодный цех.
По поручению главы Ингушетии особое внимание во всех общеобразовательных учреждениях уделяют питанию детей. В школе есть просторная столовая. Установили новейшее оборудование. Своя кладовая для хранения сыпучих продуктов, овощей и фруктов. Также холодильные камеры, вентиляция и не только. Самая лучшая техника. У нас вентиляция хорошая, холодильники хорошие, плиты, пищевой блок у нас, посудомоечная машина самая лучшая. Вы знаете, все, что мы тут сделали, все сделали с душой, качественно. Здесь есть также кабинеты для занятий дополнительным образованием. Девочек будут учить шить, а мальчиков работать с деревом и металлом, а также играть в шахматы, рисовать и не только. Меня впечатлило очень, кабинеты очень понравились, что и коридор, актовый зал больше всего мне понравился, так как большую часть актового зала дети проходят мероприятия, также различные уроки. И для меня актовый зал является главным кабинетом в школе. Столовую смотрела? Столовую, да, очень понравилась столовая. И вкусно есть. Да, особенно дети любят поесть, а также проводить время в столовой. Я очень рад, что перешел в эту школу, и мне особо здесь понравились коридоры, которые выглядят очень красиво, красочно. Для всех собравшихся в зале устроили праздничный концерт. Для зрителей выступили известные артисты ингушской эстрады. Праздничное настроение здесь сохранится еще надолго, ведь такого подарка ждали давно. Рина Сычуева, Белян Ахильгов, Султан Магушков, Магаз 24.